Недолго любители тихой охоты радовались началу грибного сезона. Массовый выход грибов закончился затишьем в лесу. Лишь изредка встречаются красноголовики и белые, говорят грибники со стажем. Отсюда и цены на дары леса. Сегодня за небольшое ведро торговцы просят около 300 рублей. Виктория Палкина оценила перспективы этого грибного сезона. Красноголовики из Карткироса, белые из Ситкыркича. Улов небольшой, говорят грибники. Еще неделю назад можно было собрать в разы больше, а времени потратить меньше. По словам ученых, все предсказуемо. Грибам свойственно выходить слоями. Это такой термин, широко применяемый грибниками, когда грибы массово появляются везде, а через некоторое время их опять нету. Вот слой прошел. По прогнозам грибников со стажем, новый выход стоит ждать уже через неделю. А потому многие жители республики заранее оформляют пропуска в самое грибное место «Заказник Белый» неподалеку от Сыктывкара. С этого года сделать это можно на сайте регионального Минприроды. Правда, есть ограничения. Там уникальные бары-беломошники. Для того, чтобы сохранилась уникальная экологическая система, учеными Института Коми-научного центра была определена антропогенная нагрузка, то есть в сутки этот заказник могут посетить не более 300 человек, для того, чтобы безболезненно для заказника прошло посещение именно жителями нашей республики. Поэтому вот это число 300, именно 300 пропусков на каждый день мы выдаем в заказник Белый. А вот в барах села Нювчем Сыктывдинского района ходить можно без ограничений. Любители тихой охоты открыли здесь сезон уже пару недель назад. В этом году грибники попадаются с экологическим настроением, говорит глава сельского поселения. К нам приезжают грибники, у нас очень хорошие места грибные. И люди собирают старый мусор, и уже много лет, который скопился в лесу, и выносят его в поселок в контейнера. В Коми насчитывается больше 1300 видов грибов. Каждый год ученые открывают новые виды. Съедобных, правда, немного. И здесь уже медики советуют не экспериментировать. Впрочем, наши грибники обычно не рискуют. С 2018 года в регионе не зарегистрировано серьезных отравлений дарами леса. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган.